Так вот полгода ушло. А у Манаса есть продолжение. Но надо сказать, надо пояснить, они просто неторопливо поют. Это очень красиво. Нет, Да. это реально. Отпечатано-то видится, напечатано. Да, Ребята, да. это Как серьезно. называется вот это вот? Камус. Что Трехструнный киргизский инструмент. Очень красиво звучит. Ладов нет. Сложно играть на нем. Очень красивая музыка. это национальный, да? Национальный инструмент? киргизский инструмент. Что за традиции, которые нельзя не соблюдать? Вот те люди, даже которые в городах живут, есть какие-то вещи, которые... Конечно. Какие соблюдаются традиции? Обязательно традиции сватовства. Мгм. Вообще, как найти девушку, как жениться и заплатить выкуп, все это очень важно и соблюдается. Вообще, свадьба, если она, скажем, в Аиле проходит, в целом занимает полгода это событие. Сватовство, потом выкуп, сама свадьба, потом еще навещают друг друга, дарят подарки, одежду часто дарят, халаты роскошные такие. Я был на киргизских свадьбах, Мгм. это фантастика. Видите, сотни людей собираются, меньше 500 человек, это вообще так. Сидели, разошлись. Несколько дней в огромных котлах варят мясо яков, которые с гор пригнали. А что едят? Действительно национальная какая там фишка? Ну, все знают киргизскую кухню. Манты, представляете? Вот то, что едят. Причем надкусывая, выпивая вкусный сок, едят. Но потом киргизы даже не делятся на разные кланы. Южные киргизы, Мгм. вот в Москве их много, это ошские. Мгм. Северные, присыкульские, сыкульские живут побогаче, поэтому сюда на заработки приезжают много южных киргизов. Мгм. Не любят они северных. Сильно не Почему? любят. Что такое? Потому что Кыргызстан вошел в состав Российской империи в виде племенных сообществ. Мгм. У них были батыры, были баи, но не было ханов. Вот казахи создали государство до вступления в Россию. У них были жузы. И они дружненько вошли в состав Российской империи. Киргизы входили в виде племенных союзов, и они вели войны. Очень жестокие войны. Мне посчастливилось работать в Киргизии, и я познакомился с Иманаком Саганбековым. Это старик, который всю жизнь собирал истории про своего предка, богатыря Джанека. Мгм. Мы с ним на остиках, на лошадях, на машинах объехали всю Киргизию, собирая истории про этого богатыря. И вышла книжка на киргизском языке с моим переводом сказок Джанек Батыр. И моя книга вышла по следам Джанек Батыра о том, как эта книга была написана. Мгм. Потрясающая история. Это народ сказочников. Они про меня сказки сочинили. Да ладно. Серьезно. Вот стоит уехать на 2-3 месяца, и про тебя сочиняют легенды. А ты для них кто вообще? Вот как ты Да, для как них... воспринимаешь? Да. Ну, как, русский ученый, антрополог, приехал исследовать. Ну, вообще, представь себе, ты живешь в Киргизском Аиле, ты один и русский там, 2000 человек киргизов. Тебя, конечно, приглашают на праздники. Надо сказать, что на праздниках выпивают. Что? Бывает. Водку пьют. Мгм. Ну, такое постсоветское пространство. Взять. Да, ислам, конечно, запрещает, но ислам У них во ислам многом... там, да? Киргиз-мусульмане, конечно же. Интересно. Но Я вчера Шорох, об еще этом- одна двойка уже. Еще Да, одна ну двойка. мне зачем Костя Ты в приходит? угол встанешь. Он приходит, чтобы мне рассказать об Ребят, этом. ну, честно говоря, ислам во многом формальный. Мгм. Как у нас довольно формальное православие. Ну, кто вот из вас сейчас может символ веры на память сказать? Мгм. Ну, отче Ну, наш-то да, но Отче символ наш, веры да, нет, символ но- веры, да, то есть ко мне сейчас приходят ребятишки Она вот такая наши, да, его нужно знать. вот. Да, это точно. Для христианина это важно. Приходят детишки, не знают азов. Вот сейчас я перед вами лекцию читал ребятишкам 3 класса. Я говорю, чем связаны Византия и Русь? Говорит, ничем. Не, ну ты тоже спросил, нашел кого спросить. Я говорю, ребята, третий это класс. дети хорошие, продвинутые ребятки, не знают. Ну, скрестили страну 1000 лет назад, подумаешь. Ну, в общем, ислам Действительно. формальный. В Кыргызстане Кто это достаточно. Омин делают перед едой, да, вот Ну, так, да, как бы да. помыть руками, ну и все. И вот на празднике старики хотят с тобой выпить. Единственным русским за Советский Союз. Как было хорошо, да, вместе дружно мы жили. Молодежь за то, что мы дружим сейчас. Тяжелая работа, как-то я помню, с моим учеником мы возвращаемся после очередного тоя. Той — это праздник. Я так птичку жалко называется. Падаю, машину поймали на заднее сиденье. Разговорчивый говорит, попался. По-русски они почти все говорят. И моего, значит, ученика говорит, говорит, слушай, а что вы здесь делаете? Говорит, работаю. Вы у нас работаете? Ну, вообще, что делаете? И Колька говорит мой, мы антропологи, изучаем другую культуру. Говорит, трудная работа. Коля говорит, ну как, не знаю. Говорит, трудная. Вон твой начальник Он как как упал, устал. сразу Да, уснул. да. Конечно, трудная Да, работа. Но на этом тое собираешь истории, записываешь, очень интересно. Отношение к русским потрясающе хорошее в Кыргызстане. Многие сейчас, наши россияне ездят в Киргизию отдыхать. На Ну, северный, Иссык-Куль, южный здрасте. берег Иссык-Куля. Ну, Это конечно, сказка, это жемчужина. дешево. Конечно. Чистейшая вода, очень красивые Конечно. края. Там и горы, и Я лошади, тоже и озеро. мечтаю туда съездить, между прочим. Очень рекомендую. Супер Костя, страна, в очень следующий раз красивая. возьми меня с собой в следующий раз. Договорились? У меня Подарок в д- честь дня рождения. У тебе меня будет 2 сегодня. причины туда уехать. Я там, Первая во-первых... причина. Да, вот видите. Понимаешь? твои Знает это
Собака, Да, чье мясо да. съела. Гадюка. Про свадьбу опять же, двоечница тебя перебила, ты не Да, дорассказал. прости, про свадьбу. У нас урок Я смотрю географии просто на сегодня. Иссык-Куле, это что-то потрясающее. Красиво, правда? О, Эти да, горы мягко 7000, говоря. это Да, эти да, озера да, с фантастика. зеленой водой, сказочно красиво. Про свадьбы. Был на свадьбе кульминационный момент, когда девушка заходит в юрту. Юрты, даже если не кочуют, ставят. У каждого киргиза есть юрта. Либо занимают у соседа. Обряды в юртах. Прямо во дворе этого аила ставится юрта. Кульминация, когда жених заходит к невесте. Ой, путаю. Невеста к жениху. Ага. Невеста же жених ждет, взволнованный. Невеста вся покрыта длинным платком. И вот заходит, идет кто-то из молодых парней, срывает этот платок. И видят все лицо девушки. И музыканты, которые играют на дойрах, дойр — это такой бубен киргизский. Так. Тыгдым, 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 начинают играть. И поют. Вошла девушка, подобная луне красотой, подобная луне. Айкел, на груди серебряное украшение, вообще серебряный 15 килограммов может висеть. Все это сияет, старинное серебро. А жених ты ее видел до того? Ну, бывает, видел. Сейчас обычно, да, знакомиться так нормально. А бывает, что не А видел? бывает, нет, ну, кое-где в бывает так, горах с неё- бывает, а что бывает по так, слову что родителей. сорвут с нее, эти вроде И такой крик. должны, а они так, Жених такой. Нет, папа с мамой сказали, все, так и надо. И все, и она сияет, А он как крутит, луна, в голове приходит, крутит, а потом, смотрит на Потом они стоят рядышком, выслушивают несколько дней, значит, пожелания стариков, как все это нужно, очень всё торжественно. Потом через полгода навещают родители невесты, уже жены молодой, их в их доме. Не обижают ли ее? Как она ужилась, как там что, то есть это довольно долго и красиво. Вообще, в Киргизии живешь в Аиле, через день праздник. То свадьба, то приезжают, часть Колыма выкупа привозят, то поминки. Тоже праздник, все собираются, вспоминают какого-нибудь старика, который помер. То День независимости Кыргызстана, то еще какой-нибудь праздник. Еще праздников полно. Вообще, когда работают, непонятно. Но здорово, потому что на праздниках там и музыка звучит, там истории рассказывают. Ну, А, вот лю- живешь а на люди-то празднике. какие? Вот Подожди, понятно, подожди, что... а вот работа, я зацепился за слово работать. А вот они кем работают? Вот что значит работают? Вот что? Пастухом человек может работать, может выращивать яблочки или абрикосы на продажу. Есть мастера, которые делают юрты. Вот как Даку, мой наставник, а у меня в каждой стране появляется такой учитель, который как бы вводит эту культуру. Даку в Кызылту Аиле живет, на южном берегу Иссык-Куля. Он меня учил делать юрты киргизские. Я у него жил, и одним ножом делает произведение искусства. На пару сгибается, то есть так, как делали 1000 лет назад эти юрты. Монголы используют электроинструмент. Китай рядом, накупили лобзичков, рубаночков, все быстро клеим, склеили, готово. Киргизы же делают традиционно. Юрта, она воздушная, легкая, красивая. Киизюй называется, да, войлочный дом. Очень красивая. Вот если бы я кочевал, я бы, конечно, выбрал монгольскую юрту, ее быстрее и проще собрать. Но киргизская вам покажется удобней. Она высокая, в полный рост у стенки можно стоять. Красивая, воздушная, вся расшита коврами. Там женщины, жена, дочери мастера, они вышивают эти ковры, шердаки на пол. Джавакбаш, полосу войлока, накрывающие как бы, головки вот этих решеток. Чи, плетеная циновка из тростника плетется и цветой шерсти, бесподобно красивая. Вообще это произведение искусства. У меня стоит юрта в музее киргизская. Я в ней жил и писал книжку на берегу Иссык-Куля. Приезжал, она стала мне домом. Я у хозяев ее выкупил, привез в Москву, и теперь она у меня здесь в музее стоит. Очень красивая. Вот гости входят, поражает тут великолепие Востока, как мы его называем. Да, яркое, пестрое, красивое. Слушай, Средняя а Азия. они на полу сидят все? Или, Да, или, конечно. или у них На есть... полу низенькие столики, Да. и все на полу. Причем мужчины и женщины отдельно. Это не понравится, наверное? Да наоборот, Смысл понравится. какой? Да нет, Смысл какой? конечно. Смысл, что мужчины отдельно кушают. На праздниках семья, конечно, все вместе за стол садятся. На праздниках мужчина отдельно, женщина отдельно. Причем важно, кто где сядет и кому какой кусок мяса подадут. Даже на старику А дети? голову подадут. Дети прислуживают. Если, вот, допустим, сидят Вот это мужчины. правильный подход. Вот мы с тобой сидим, разговариваем. Два взрослых состоявшихся Да. мужчины. Мы сидим, разговариваем. Наши Шорох, выйди, сыновья- пожалуйста, в отдельное помещение. Да? Да, они сейчас это покинут, нас я будем говорить всегда о рада. важном. Да. Не девочки будут прислушивать, мальчики. Мальчики, наши сыновья, если они хорошо учились, допустим, правильно себя вели, мы им позволим. Один будет нести кумганчик, руки нам мыть, другой полотенцем вытирать. Для них это честь. Они услышат, о чем отцы разговаривают, старики. Ого. Потом пацанам расскажут и скажут советского возраста. о, Мы круто. слышали, что отец собирается вот на Джайлоу, то-то и то-то и то-то. А сколько детей обычно в семье? Детей много. Ну, Детьми сколько? гордятся. 5? 5-7 Ага. детей. Вот у Даку моего 5 детей. Обалдеть. Нормально. Обалдеть. А за девочку надо отдавать? Да? Конечно, Колым. Мгм. Колым. Ну, есть разные варианты. Можно Колым заплатить деньгами. Причем сумма колоссальная. Там могут за девочку просить $10 000. При копеечной зарплате в Бишкеке
Поэтому они у нас работают. Огромный Колым. И вот парень, они с детства дружили, в Кто школе вместе кто учились. платит? Парень, Ну, естественно, родителям парень родителям невесты? девушки. А, Говорят, $10 тысяч. обалдеть. И что ему делать? Он в армии отслужил, денег нет. И Он чё едет делать? в Россию. Здесь несколько лет Слушай. работает, зарабатывает деньги, вечерами отправляют домой. А вот какая Приезжает, логика? может жениться. Логика какая? Логика Потому что какая? почему? Подожди, потому что она нарожает детей, которые потом будут как бы... Ему что, в чем? В чем логика? Да. Логика подожди, в том, Костя, что... погоди. Не, успеем. Смотри. Смотри, давай. если у тебя сын, он подрастает, он тебя заменит, он будет вместе Ну с тобой вот, вести я ж говорю, хозяйство. да. А девочка, она все равно Да, уйдет да, из семьи. Да, А-а-а. все. Вот сейчас мы на этом И должны... вообще девочку воспитать это дороже, чем мальчика. Да вообще бабы это зло. Зло. Да не то, что зло, но дороже. Константин Куксин, этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительный член Русского географического общества, сегодня у нас в студии, рассказывает нам про кыргызцев и Кыргызстан. Да. Давай... Вообще какая-то для меня как-то, ну вот, что-то более привычное. Узбекистан, Казахстан, а Кыргызстан это как-то Слушайте, совсем ребят, на самом деле, необычно. народы Средней Азии наши, да, это тюркоязычный народ, почти все. Они похожи. Николай